Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Гафурийском районе дорожная авария забрала жизнь женщины за рулем. На автодороге Уфа-Самара-Челябинск погибла молодая мама, и 5 человек получили травмы, в их числе 3 детей. В Иглинском районе в аварии с участием 3 грузовиков погиб водитель из Куюргазинского района. В Бураевском районе в столкновении с грузовым автотранспортом погибли мужчина и женщина из салона легкового автомобиля. В Караидельском районе в ДТП погибла пенсионерка. В Зилаирском районе задержан нетрезвый водитель пассажирского автобуса. В Белорецком районе мотоциклист без прав насмерть сбил пешехода. В Ишимбае молодой парень совершил смертельный наезд на человека в инвалидной коляске. В Уфимском районе задержанная женщина пыталась загрызть инспектора. Пьяные лихачи на дорогах республики. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. На улице Боровая Уфы столкнулись автомобили УАЗ под управлением 87-летнего водителя и «Лада Гранта», за рулем которой находился 65-летний мужчина. В результате ДТП водитель УАЗа с различными травмами был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. В Гафурийском районе дорожная авария забрала жизнь женщины за рулем. На 59-м километре автодороги Архангельская и Красноусольский столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и попутный ВАЗ-2105. По информации республиканской госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия 39-летняя местная жительница за рулем ВАЗа от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Ее 68-летняя пассажирка с различными травмами была доставлена в больницу. На 1546-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, в котором так же, как и в предыдущем случае, погибла женщина за рулем и 5 человек пострадали, в их числе 3 детей. По имеющейся информации, 52-летняя уфимка за рулем автомобиля Renault Captur совершила касательное столкновение со встречной фурой МАН, затем столкнулась со встречной автомашиной Лифан Солана. В результате дорожной аварии 35-летняя женщина за рулем Лифана от полученных травм скончалась на месте. Ее 12-летний сын и 10-летняя дочь, также водитель Рено и 2 пассажира, 35-летняя женщина и 15-летняя девочка с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело. Недалеко от места предыдущей дорожной аварии тем же днем в результате столкновения 3 грузовых фур погиб еще 1 человек. В Иглинском районе на 1541-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись грузовые 2 МАНа и Скания. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель первого грузовика, 49-летний житель Куюргазинского района, от полученных травм скончался на месте. И в Бураевском районе произошло смертельное ДТП с участием грузового автотранспорта. На 23-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись автомобили Subaru Forester под управлением 66-летнего уфимца и встречный грузовик Volvo, за рулем которого находился 58-летний житель Свердловской области. В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля и его 52-летняя пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Уважаемые водители, перед выполнением какого-либо маневра убедитесь в безопасности его совершения. От обдуманности ваших действий зависит здоровье и жизни ваших близких и других участников дорожного движения. В Караидельском районе на 8-м километре автодороги Явгильдино-Щучье озеро столкнулись автомобили «Лада Калина» и Volkswagen Polo. В результате ДТП 71-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась. Обоим водителям потребовалась медицинская помощь. На улице Зеленая города Салават столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2114 под управлением 28-летнего жителя города Ишимбай и Део Нексия, за рулем которого находилась 36-летняя местная жительница. В результате ДТП оба водителя, а также 70-летняя пассажирка иномарки с травмами были доставлены в больницу. Назначены химико-токсикологические исследования, которые покажут состояние водителей на момент ДТП. Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, ведь они создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения.
Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. Так, в ночное время в Буздякском районе на 1364-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 31-летний пьяный мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти» допустил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП водитель и его 30-летний пассажир получили травмы. В Зилаирском районе задержан нетрезвый водитель автобуса. В рамках оперативно-профилактических мероприятий автобус на 166-м километре автодороги Магнитогорск-Ира автоинспекторы остановили автобус ПАЗ, в салоне которого находились 5 пассажиров, в их числе 2 детей. В ходе проверки документов от водителя исходил запах алкоголя. Освидетельствование 59-летнего жителя Баймака подтвердило его нетрезвое состояние. В отношении нарушителя был составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автобус помещен на штрафстоянку. По данному факту проводится проверка. Республиканская госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, иначе могут быть печальные последствия. В Кушнаренковском районе на 1283-м километре автодороги Москва-Уфа 22-летняя уфимка за рулем автомобиля Toyota Camry допустила наезд на 9-летнюю девочку, которая переезжала проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия юная участница дорожного движения с различными травмами была доставлена в больницу. В Белорецком районе мотоциклист без прав насмерть сбил пешехода. На улице Советская села Терлянский 23-летний местный житель за рулем мотоцикла «Мотоленд» совершил наезд на 59-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Водитель мотоцикла при падении получил серьезные травмы. В это же время в Ишимбайском районе на 23-м километре автодороги Ишимбай-Петровск 19-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на человека в инвалидной коляске. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, сбитый 44-летний мужчина от полученных травм погиб на месте. На улице Ленина города Салават сотрудники ГИБДД остановили «Лада Гранта» под управлением 52-летнего местного жителя. В ходе проверки документов инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Во время составления процессуальных документов водитель предложил денежные средства для несоставления административного материала. Его предупредили, что в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния за дачу взятки. Но водитель данное предупреждение не взял во внимание и оставил в салоне патрульного автомобиля 1200 рублей. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напоминаем, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей. В столице республики лишенный прав водитель такси совершил ДТП. На улице Лесотехникума столкнулись попутные автомобили Peugeot 301 под управлением 36-летнего местного жителя и Renault Logan, которым управлял 21-летний уфимец. В результате дорожной аварии 23-летний пассажир первого автомобиля получил травмы. Известно, что водитель данной автомашины осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, не имея на то разрешения, а также ранее был лишен водительских прав. В отношении него были составлены административные материалы, транспортные средства поместили на спецстоянку. В Уфимском районе задержанная женщина пыталась загрызть госавтоинспектора. Полицейские попросили ее предъявить документы, а она вцепилась зубами. Ты что делаешь? Больно же! Больно же ему! Лейтенант Ильдар Кадыров за все время своей службы впервые столкнулся с таким. После нескольких попыток с помощью напарника все же удалось открыть дверь автомашины и заковать наручники агрессивной автоледи. Свой поступок она объяснила природным инстинктом самосохранения. Оказавшись в отделе полиции, гражданка Иванова решила вызвать ту же полицию. Дежурная часть, здравствуйте, примите, пожалуйста, вызов. Меня задержали, ДПСники не предоставили документы, привезли в отделение, но нет никаких объяснений, никаких ссылок на законодательство. Я требую наряд.
Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Возможно, грозит еще и уголовная ответственность. Пострадавшему инспектору назначили лечение, тем не менее на больничный он не ушел. Кусачая дама за свое поведение даже не извинилась, но лейтенант Кадыров обиду на нее не держит. Служба госавтоинспекторов и опасна, и трудна, желаем им здоровья и терпения. В рамках профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники столичной госавтоинспекции совместно с сотрудниками Ространснадзора продолжают проверки пассажирских перевозок. В ходе рейда автоинспекторы усилили контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Полицейские также проверяют наличие тахографа, техническое состояние транспортных средств и законность внесенных изменений в их конструкцию. Кроме того, сотрудники ГИБДД Уфы провели с водителями общественного транспорта беседы об опасности использования мобильных устройств во время участия в дорожном движении. В столице республики на территории Дома детского творчества «Орион» сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасные каникулы», главная задача которой – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. Госавтоинспекторы рассказали детям о том, как и где должен двигаться велосипедист и как необходимо ему переходить дорогу. Также поведали о важности перехода дороги только на пешеходных переходах и использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Беседа прошла и с родителями. Им рассказали о последствиях для них в случае нарушения детьми правил дорог и дали советы, как воспитать правильного участника дорожного движения. Организаторы призвали участников акции быть бдительными на дороге и вручили памятки по безопасности дорожного движения и световозвращающие значки. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Дизель, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Покоряй дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.